и планы. Первый тур «Что, где, когда». Всего туров будет 3 по 12 вопросов. Вопрос номер 1. По одной из версий, впервые на высшем уровне вопрос об этом открытии был поднят в ответе Сталина на письмо Черчилля от 8 июля 1941 года. Конкретно предполагалось подготовить серьезную операцию в Арктике. О каком открытии идет речь? Время. Открытие Второго фронта. Вопрос номер 2. В классическом списке он стоит 7-м. Он также упоминается в событиях между промежутками от 19 ноября 1942 года до 2 февраля 1943 года. Назовите его одним словом. Время. Правильный ответ на вопрос номер 2. Уран. Номер 3. В 2007 году матч Урал-Терек начался с задержкой, поскольку судьи потребовали от одного из игроков сделать это. И весь процесс занял около 10 минут. Согласно Википедии, на то, чтобы полностью сделать это, советским войскам однажды потребовалось более 2 лет. Какие 2 слова мы заменили словами «сделать это»? Время. Правильный ответ на вопрос номер 3. Снять кольцо. Номер 4. Прослушайте историю, опубликованную в интернете. Однажды отцу понадобились сведения об иксе. Однажды отцу понадобились сведения об иксе. Он взял энциклопедию том В, но там икс упомянут не был. Отец посмотрел год издания, оказался 1959. Отец берет том на букву С, но икса там тоже нет. Посмотрел год издания, оказалось 1963. Забыли, похоже, исправить. Назовите X. Время. Осталось 10 секунд. Заполняем стикеры. Время истекло. Сдаем ответы. Внимание! Правильный ответ на вопрос номер 4. Волгоград. Зачет Сталинград. Вопрос номер 5. Владимир Набоков писал, что его тезка
использовал бы слова «монументален» и «переперчил», если бы дожил до них. Владимир Набоков писал, что его тезка использовал бы слова «монументален» и «переперчил», если бы дожил до них. Фильм по мотивам первой из них снимался 3 студиями. Какой топоним входит в название этого фильма? Время. Правильный ответ. Тегеран. Вопрос номер 6. Согласно историческим хроникам, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года рядом с Москвой был шторм. В предыдущем предложении мы заменили одно слово. Напишите это слово. Время. 10 секунд. И время истекло. Внимание, правильный ответ на вопрос номер 6. Тайфун. Вопрос номер 7. Его секретарь Колвилл сообщал, что 21 июня 1941 года, говоря о предстоящей советско-германской войне, он задал ему вопрос: как совместить его готовность помогать СССР с его антикоммунизмом? На это последовал знаменитый ответ: у меня лишь одна цель – уничтожить Гитлера. И это сильно упрощает мою жизнь. И если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался бы о дьяволе в палате общин. Назовите его. Время. Правильный ответ на вопрос номер 7. Уинстон Черчилль. Вопрос номер 8. По результатам голосования на сайте Craigtowns Returns самым уродливым городом Великобритании в 2013 году был признан Хэмилл Хэмстед. Но многие посетители сайта считают, что первое место мог занять другой английский город, который выглядел гораздо лучше чуть более 60 лет назад. Назовите этот город. Время. Правильный ответ на вопрос номер 8. Ковентри. Вопрос номер 9. Живущий сейчас в США Керри Хироюки Тагава играл преимущественно отрицательных персонажей в фильмах. В каком фильме 2001 года он сыграл военного? Время. Правильный ответ на вопрос номер
9. Перл Харбор. Номер 10. Летом 1942 года между местной киевской командой и немецкой командой состоялся легендарный матч. После этой игры ряд футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны. В одном из предыдущих предложений мы пропустили одно слово. Напишите это слово. Время. Время истекло. Забираем стикеры. Правильный ответ на вопрос номер 10. Смерти. Состоялся легендарный матч смерти. Вопрос номер 11. В середине 30-х годов в СССР состоялся пробег Ашхабад, Москва. Один из участников этого пробега уже в 40-х годах выиграл конкурс на право участия в другом мероприятии, где он прошел буквально на ура. Назовите главного распорядителя, под руководством которого он там работал. Время. Время истекло. Правильный ответ. Жуков. Вопрос номер 12. В книге мемуаров маршала Жукова есть много ссылок на другие источники. В частности, в некоторых изданиях этой книги есть ссылка на первый том Советской военной энциклопедии, подписанный в печать в сентябре 1974 года. А какое событие произошло 18 июня того же года? Время. Время истекло. Пожалуйста, заберите стикеры в карман. Правильный ответ. Смерть Жукова. Зачет по смыслу. Вопрос номер 13. Прослушайте техническое описание с заменой марки. По сути, каждая молекула Т-34 представляла собой наномеханизм, обладающий интеллектом. Молекулы Т-34 находили друг друга в радиусе до 14 километров. У Т-34 были слабые места, например, крайняя неустойчивость к высоким и низким температурам. А теперь, внимание, вопрос. Произнесите самую известную фразу, обращенную к Т-34. Время. Ответ на вопрос номер 13. Аста лависта, бэйби. Вопрос номер 14. В книге Артема Каменистого говорится, что танк Т-34 повсюду
стал иксом. Согласно Сонику, увиденный во сне X указывает на высокомерие. Какие три слова мы заменили на X? Время. Правильный ответ на вопрос номер 14. Памятник самому себе. Вопрос номер 15. Танк Т-44 достаточно мало известен широкой публике. Его старший брат Т-34 прошел всю Великую Отечественную войну. Младший Т-54 участвовал во многих локальных конфликтах. А вот он как бы остался неудел. До конца войны было выпущено всего 190 машин, которые не приняли участие в боевых действиях. Выпуск был прекращен в 1947 году. С вооружения они были сняты в конце 70-х годов. Однако на закате карьеры им все же довелось принять участие в боях Великой Отечественной. Назовите человека, благодаря которому это произошло. Время. Правильный ответ на вопрос номер 15. Юрий Озеров. Вопрос номер 16. Что герой югославского фильма «Оккупация» в 26 эпизодах повесил вверх ногами? Время. Правильный ответ на вопрос номер 16. Фотографию Муссолини. Зачет портрет Муссолини, картина Муссолини. Вопрос номер 17. После того, как Муссолини пришел к власти, официальная пропаганда стала утверждать, что в ходе так называемого похода на Рим Муссолини во главе своих сторонников сделал это. Что в ходе так называемого похода на Рим Муссолини во главе своих сторонников сделал это. Я просто повторил. Ответьте, использовав имя собственное, что именно он сделал. Время. И время истекло. Правильный ответ на вопрос номер 17. Перешел Рубикон. Зачем пересек Рубикон? Вопрос номер 18. На серии рисунков Хёрлуфа Битструпа, датированных второй четвертью 20 века, изображен истерично кричащий мальчик, которому родственники разрешают разбить часы. По словам художника, под мальчиком подразумевался первый, а под часами вторая. Первый некогда поправлял здоровье во второй. Назовите первого и вторую. Время. Правильно ответил на вопрос номер 18. Гитлер
Чехословакия. Вопрос номер 19. Один из героев фильма «Охотник на оленей» потомок русских эмигрантов. Стивен Пушков. Перед призывом на военную службу женится на американке по имени Анджела. Однако в музыкальном сопровождении сцен этой свадьбы можно услышать совсем другое женское имя. Назовите это имя абсолютно точно. Время. Правильный ответ на вопрос номер 19. Катюша. Вопрос номер 20. Леонид Капсула пишет, что погибшие в давке 9 марта были последними ими. Назовите их двумя словами. Время. На вопрос номер 20. Жертвы Сталина. Зачет. Убийцы Сталина, жертвы сталинизма и другие ответы. Номер 21. Этот военный летчик храбро сражался во время Великой Отечественной войны и сделал блестящую карьеру. В 20 лет полковник, в 25 генерал-лейтенант ВВС, затем выпускник военной академии. Дослужился до начальника ПВО Москвы. Потом, по приказу Сталина, от должности отстранили. Через некоторое время посадили, но при Хрущеве снова выпустили на свободу. Назовите его имя и фамилию. Время. Вопрос номер 22. Описывая события 1942 года, Александр Сегин говорит о фатальном выборе и сравнивает Волгу с малоазиатской речкой Селив. А что произошло в речке Селив в 1190 году? Время. Правильный ответ на вопрос номер 22. Утонул Барбаросса. Номер 23. Статья на сайте островок.ру рассказывает о необычной религии жителей Меланезии. В качестве эпиграфа к данной статье вынесены слова, послужившие своего рода девизом для героев фильма 1945 года. Назовите этот фильм. Правильный ответ на вопрос номер 23 – «Небесный тихоход». А девиз первым делом самолеты. Вопрос номер 24, последний вопрос второго тура. Зрителю, хоть немного представляющему, что такое Великая Отечественная война, трудно серьезно воспринимать стытые лица советских солдат. Пляски после тяжелейших боев, танк, который появился на 1,5 года позже, чем показано в фильме, и другие ляпы режиссера.
Поэтому и статья об этом фильме получила название «Идиотизм», пропущены два слова «Американец не заметит, русский не простит». Какие два слова, фигурирующие в русском варианте названия фильма, были пропущены в заголовке? Время. И время истекло. Забираем стикеры. Правильный ответ на вопрос номер 24. У ворот. Идиотизм у ворот. Имелось в виду фильм «Враг у ворот». Итак, вопрос номер 25. В романе Мелвилла «Моби Дик» говорится, что профессия пирата иной раз приводит к возвышению, но только там. Но только там. Там оказались Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер и Рихард Зорге. Какие два слова вы заменили на «там»? Время. Время истекло. Правильный ответ на вопрос номер 25. На виселице. Вопрос номер 26. В названии итоговой телепередачи, посвященной событиям каждого из основных дней Олимпиады в Сочи, входит тоже словосочетание, что и в названии псевдодокументального фильма о шпионской миссии барона Мюнхгаузена на территории Российской империи. В одном из эпизодов, которого конь оказывается привязан к кресту колокольни, я сейчас еще раз повторю, в названии итоговой телепередачи, посвященной событиям каждого из основных дней Олимпиады в Сочи, входит тоже словосочетание, что и название псевдодокументального фильма о шпионской миссии барона Мюнхгаузена на территории Российской империи, в одном из эпизодов которого конь оказывается привязан к кресту колокольни. Назовите это словосочетание, которое только временем отличается от названия произведений 1970 и 1973 годов. Время. Правильный ответ на вопрос номер 26. 17 мгновений зимы. Переходим к вопросу номер 27. Тема его диссертации звучала как? Тема его диссертации звучала так. Вильгельм фон Шульц как драматург. К вопросу об истории драмы романтической школы. В романе «Человек в высоком замке», написанном в жанре альтернативной истории, один из персонажей замечает, что у него прелестные дети. Назовите его фамилию. Время. И время истекло. Правильный ответ на вопрос номер 27. Геббельс. Вопрос номер 28. Поляк по происхождению Константин Рокоссовский
Сосновский получил ее из-за полкового писаря, когда обосновался в СССР. Назовите ее, используя удвоенную согласную. Время. Правильный ответ на вопрос номер 28. Вам нужно было написать удвоенную согласную СС. Зачет Рокоссовский. Номер 29. В годы Второй мировой войны камуфляж машины, прозванной Альфой, был особенно эффективен на рассвете и закате. Этой машиной был противотанковый автомобиль, хотя из прозвища можно решить иначе. Ответьте названием серии произведений. Какие два слова мы заменили на альфу? Время. Правильный ответ на вопрос номер 29. Розовая пантера. Номер 30. В статье о Курской битве Михаил Поликарпов объясняет начальные успехи наступающего вермахта качественным превосходством в вооружении. Название первой части может создать впечатление, что битва эта проходила на 7 лет позже или на 5 лет раньше. Напишите это название из двух слов. Время. Время истекло. Правильный ответ на вопрос номер 30. Год тигра. Вопрос номер 31. Американский врач Ричард Стронг экспериментировал на заключенных филиппинской тюрьмы, пытаясь отыскать вакцину от холеры. В результате его действий 13 человек умерли, заразившись бубонной чумой. На работы Стронга сослался доктор Розе во время чего? Время. Правильный ответ на вопрос номер 31 Нюрнбергского процесса. Вопрос номер 32. Впервые в международной практике крупных судебных процессов на Нюрнбергском процессе было применено некое новшество, на которое Герман Геринг даже пожаловался, что оно сокращает ему жизнь. Что это за новшество? Время. И время истекло, сдаем ответы. Правильный ответ на вопрос номер 32. Синхронный перевод. Вопрос номер 33. В статье Википедии о телесериале «На безымянной высоте», вышедшем на экране в 2004 году, говорится: Великая Отечественная война
конец лета 1944 года. Далее упоминается, что в съемках участвует грузовая машина с номером И-11-72-15. Грузовая машина с тем же номером ранее участвовала в съемках другого фильма. Как назывался этот фильм? Время. Дети, внимание, правильный ответ на вопрос номер 33. Фильм назывался «В августе 44-го». Вопрос номер 34. Предвкушая будущую победу, Черчилль иронично говорил: помните, джентльмены, мы сражаемся не просто за Францию, мы сражаемся за нее. Операция по ее освобождению проводилась летом 1944 года. Назовите ее одним словом. Время. Правильный ответ на вопрос номер 34. Шампань. Предвкушая будущую победу в Германии. 35. 9 августа она, благодаря громкоговорителям, была слышна и в городе, и в его окрестностях. Рассказывают, что немцы, слушая ее, были потрясены. Назовите ее время. Правильный ответ на вопрос номер 35. 7-я симфония Шостаковича. Зачет Ленинградская симфония. 7-я симфония Шостаковича. Вопрос номер 36. Эдуард Кацман пишет, что женщины, работавшие над ним, плакали над строчками. Оно зримо давало понять, как близок конец. Назовите его 2 словами. Время. Эдуард Кацман пишет, что женщины, работавшие над ним, плакали над строчками. Оно зримо давало понять, как близок конец. Назовите его 2 словами. Уважаемые команды, после того, как я озвучил правильный ответ, объявляется 10-минутный перерыв. Просьба сюда никому не подходить, мы разберемся с вашими ответами. А правильный ответ на вопрос номер 36 – Знамя Победы.